Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі. Ну і пачаць сённяшні эфірны дзень, увогуле гэта эфірны тыдзень мы вырашылі з сустрэчы і абмеркавання таго самага актуальнага, што вакол нас адбываецца, з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Уладзімірам Жыгарам. Прывітанне, Уладзімір. Добрый дзень. Хацеў бы так ведаеце такую прахадную тэму про тое, як мы з вами ўжо там неяк раней гаварылі. Зараз там яна ізноўку эта тэма абмяркоўваецца, там схаваная мабілізацыя, якая адбываецца нібыта у Беларусі. Ну такая мілітарыскую такую тэму у нашай традыцыі узняць, але апошнія падзеі ізноўку надаюць актуальнасці гэтай тэмы мілітарызацыі Беларусі, беларускага грамадства і увогуле секретарызацыі ўсяго нашага рэгіёна. Я маю на увазе зараз з аднаго боку інфармацыя, якая прыйшла, закидываецца з украінскага боку, што нібыта вось гэтыя дроны, шахеды, якія ляцяць ва Ўкраіну, дзесьці магчыма праз тэрыторыю Беларусі, але праз тэрыторыю, не праз тэрыторыю, але як мінімум нібыта ізноўку яны, як это правильно сказаць, там накіроўваюцца, там нейкія, карацей кажучы, з тэрыторыі Беларусі ім пракладваюць маршруты і дапамагаюць даляцець туды, куды расійскім акупантам патрэбна. Да ўсяго пачаліся нібыта трэніроўкі па ўжыванню ядернай зброі у Беларусі, сумесныя беларуска-расійскія. То бок, аналізуючы усе гэтыя падзеі, тую інфармацыю, якая да вас прыходзіць, як вы лічыце, што адбываецца? Як вы это ацэньваеце? Ну, Белпол уже неоднократно, не знаю, насколько, 2,5 года мы говорим о том, что Беларусь милитаризируется. И милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства – это все звенья одной цепи. И здесь, опять-таки, стоит сразу же отметить, что существует еще возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Все это делается в основном, конечно же, за деньги русских. И те заявления, которые делает Лукашенко, то, что надо же готовиться к войне, в принципе, это то, что он должен сказать сейчас, как бы показывая тем самым, что он находится на одной стороне с Путиным, но это только малая часть. Вот это основное, то, что происходит в Беларуси, ну, конечно же, скрыто от глаз белорусов. Естественно, Белпол обладает определенной информацией. Не так давно мы были в Киеве некоторое количество дней, и там эту информацию, естественно, мы доводили очень широко, и, безусловно, украинцы понимают все это очень быстро, они схватывают, им не надо очень серьезно разжевывать, потому что они понимают, что это, для чего это, как это работает, и там это была очень продуктивная работа, в том числе с Министерством обороны, где, надо сказать, Белпол вышел на абсолютно другой уровень взаимодействия. Так получилось, да, по какой-то такой случайности, не случайной, что и в этот же самый момент были введены санкции Украины в отношении белорусских предприятий. В общем-то, в основном это были те предприятия, которые задействованы в производстве боеприпасов, о которых мы также неоднократно рассказывали. И все последующие заявления, в принципе, мы только можем подтвердить, что да, есть такая проблема в Беларуси. Мы не можем пока говорить об этом публично. Я думаю, что пройдет не так много времени, и мы расскажем об этом более широко. В принципе, сейчас у нас есть такое... Мы прорабатываем вариант более широкой демонстрации этой информации. И здесь не надо ничему удивляться, кто-то думает, что Лукашенко изменился, либо Лукашенко, там, за него помолились, и он резко стал совсем другим человеком. Нет. Они последовательно выполняют те задачи, которые они перед собой поставили. Давайте тады, можа быць, канкрэтна па пунктах. Ну, першае, спачатку з'явілася інфармацыя, што нібыта у Масквы, у Крамля ёсць цэлы план, як уцягваць Беларусь далей у гэтую ваенную кампанію, у гарачую яе фазу, не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і солдатамі, чалавечым рэсурсам, умоўна кажучы.
Наколькі вы як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план? Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что в форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях, там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление на Украину с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которой мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как, опять-таки, это уже неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, или 1,5 года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения, то есть даже географии, это некий балкон, а Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч, и те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций. Это же не война, это же военные операции. В общем-то, шанс велик. Я вось чытаў не далі як сёння у досыць такой канспіралагічным тэлеграм-канале «Беларуская выведка». Таксама пра тое, што нібыта Крэмль цісне на Лукашэнку, каб ён ўсё ж таки больш у беларускія войскі у эту акупацыйную кампанію уцягваў, а ён нібыта ціхонечка, але сабатуе гэтую ўсю сітуацыю, гэтыя планы, больш затое нібыта з адміністрацыі, з КДБ ідуць вось гэтыя слівы інфармацыі пра вось гэты ціск Крамля нібыта на Мінск, каб такім чынам ён мог пасля сказаць, што ну я ж вот казаў, гэта вот не мы, нас прымусілі і гэтак далей. Ну і вот типа там ідзе пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо» или нет? Беларусь лишилась своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы, там, нас заставили, это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу, которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может это совпадение, либо нет, но за последние, я бы сказал, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это, оказывается, белорусы. Это те, которые погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько.
Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают. Журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается, что вот белорус. То есть до этого, когда такого рода были запросы нам, мы проверяли, и было установлено, что это не белорусы, либо там условно белорус, который не живет с 90-х годов в Беларуси. А сейчас прям активно стало такое, что очень много белорусов воюет на стороне. И если раньше это были 99% это были судимые, с лица, которые ранее там неоднократно привлекались к уголовной ответственности, то сейчас этот процент снизился так где-то до 65, я сказал бы. Попадаются абсолютно нормальные, кажется, люди с нормальных семей, очень молодые. Сейчас как бы ситуация, я не знаю, связано ли это с этим, не связано, может быть, Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемое СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра. І, до речі, про гэтую такую як трапляюць беларусы у тым ліку у расійскае войска, сітуацыя і пытанне з гэтай нагоды ад вожыка патрыёта. Апошнім часам пашыраюцца выпадкі сілавога вывазу беларусаў у РФ, у тым ліку у войска. У апошнім абмене вызвалілі такога выкрадзенага беларуса. МУС не рэагуе. Гэта форма саўдзела ў вайне? Я скажу, что есть еще пару эпизодов, которые, наверное, пока еще не публичные. Там тоже такое достаточно брутально завезли этих белорусов в Россию. Здесь вопрос не соучастия. И, может быть, раньше, опять-таки, система не давала ход вот такому использованию белорусов, которые хотят. Потому что система же тоже прекрасно понимает, что поучаствовал человек в такого рода действиях. Если он остался жив, он возвращается в Беларусь, это проблема. Потому что если раньше, например, те, кто шел во французский легион, все они по возвращению в Беларусь, за всеми ими был очень такой жесткий контроль. Все они были у сотрудников, специальных сотрудников уголовного розыска на контроле. Потому что эти люди представляют угрозу для системы. И здесь, в принципе, то же самое, что чем меньше таких людей находится, тем меньше проблем они могут создать. Сейчас, повторюсь, исходя из того, что проверяют, во всяком случае, через Белпол, белорусов стало участвовать в войне больше и погибать больше, соответственно. Працяг, я вярнуся да гэтай сітуацыі з шахедамі, якімі нібыта кіруюць праз пункт радыёкіравання і які знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Была сітуацыя, Зеленскі агучыў, што нібыта быў такі пункт непадалёк ад мяжы з Украінай, і ён так намекнуў, што нейкім чынам там штосьці здарылася, і ён там как бы перастаў працаваць. Намёк зразумелі, ці што там здарылася, і зараз сцвярджаецца, што гэты пункт перанесены ў глыб тэрыторыі Беларусі. Наколькі, на ваш погляд, гэта рызыкоўная сітуацыя? Наколькі яна павялічвае верагоднасць таго, што Украіна прыйдзе да высновы, што ладно, там нафтаперапрацоўчыя заводы, ладно, там нават заводы, якія там нейкія запчасткі для ваеннай тэхнікі робяць, але гэта канкрэтная пагроза для мірных жыхароў і как бы законная цель. Во-первых, это не пункт, а пункты, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как эта техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, безусловно, смотрите, мы общались в Министерстве обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходило от начала, даже немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели? С точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит. И мы предоставляем им определенную информацию,
для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают. У такім выпадку мы з вами не один раз распавядалі про тое, колькі беларускіх прадпрыемстваў задзейнічана у працы на расійскі военно-прамысловы комплекс. Потым мы гаварылі про тое, што з-за эканамічных праблем у самой России часам нават не аплачваюць ці там, скажем, сталі вельмі нізкааплачваемыя гэтыя заказы, якія даюць Беларусі. Што сёння сітуацыя якая? Наколькі уцягнутасць прадпрыемствамі, эканомікай беларускай у гэтую ўсю расійскую авантуру, она павялічваецца, памяншаецца з-за эканамічных праблем? Што адбываецца, як вы ацэньваеце? Ну, сейчас эта ситуация, в общем-то, такая достаточно она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок, каждый хочет немножко отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать за дороже, поэтому, например, там на одном предприятии, такая просто информация к размышлению, то есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить, вроде начали производить определенный товар в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусы говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок там, в месяц, например. Было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в 3 смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количеством, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу, это денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации. Ну, ввогуле, наколькі вот гэтая уцягнутасць усімі сферамі магчымымі у расійскую агрэсію, пачынаючы ад вось этой падтрымкі і працы прадпрыемствамі на ВПК расійскія, працягваючы і вайсковымі вучэннямі, як там это Лукашенко назваў это, што будуць часткі паступова что-то там... Ну, они-то будут проверяться. Проверяться этой проверки, гэта вот с ядерной зброі, таксама вучэнні. Наколькі гэта, ну, как бы сведчанне того, что вельмі непрыемнае развіццё падзеяў для нас, яно можа наближаться? Оно приближается, и этому нужно сопротивляться. И те брифинги, которые проводит Белпол, которые мы ездим по всей Европе, Украину, и это же не только касается тех, которых мы, ну, публично, о которых мы говорим, есть еще ряд таких поездок, которые не публичные, потому что туда едут непубличные представители, поэтому мы об этом ничего не рассказываем, дабы не подвергать опасности наших людей. Мы везде доводим информацию, что этому нужно сопротивляться. Этому нужно сопротивляться. У нас не так много инструментов для сопротивления. Нужно максимально оттягивать, разрывать логистические какие-то цепочки, не давать. Потому что, например, ситуация в Иране, она поставила под большой вопрос производство, то есть серийное производство автоматов. Этот ВКС-100, который делает Кидмотек, потому что оборудование, станки, которые там именно для стволов, это все иранское. Также с Ирана собирались приобретать, если не ошибаюсь, части для производства взрывчатки на территории Беларуси. Попытались, но сейчас, да, с Ираном ситуация такова, но переключились на Китай, и Китай, в общем-то, тоже там вроде бы как окажет определенную помощь. При этом всем Беларусь очень интенсивно старается произвести свои ракеты для Полонеза, потому что Полонез — это
белорусско-китайская РСЗО, где Китай, в общем, не сильно бы хотел, чтобы Беларусь отдавала русским полонез с китайскими ракетами. Это может привести к проблемам. Поэтому режим Лукашенко принял решение, что да, можно попросить деньги у русских, начинать разработку. Это было еще несколько лет назад. Сейчас эта разработка, в общем-то, идет нового предприятие, которое должно производить ракеты непосредственно для РСЗО «Полонез». Да, мы движемся к нехорошему, и этому нужно противостоять. И как уже 100-200 раз я здесь повторял, договариваться с Лукашенко. Нет такой опции. А як гэтаму можна супрацьстаяць? Да, я разумею, што адзін са шляхоў гэта санкцыйны ціск, і у тым ліку абмеркаванне, як перакрыць схемай каналы абыхода гэтых санкцый. Я вось читаю навіны на тэлеграм-канале Белпола. Дарэчы, раю ўсім подписываться і на тэлеграм-канал, і на YouTube канал Белпола. Усе свежыя і навіны, і расследаванні. Нешта, дарэчы, давновато особо так вот не было таких значных расследований. Будет уже очень скоро. На подходе. Значит, на подходе и черговая сустрэча с Владимиром Жигаром у нас у студии. Але, давайте вось вернемся. Вы проводили адмысловы брифинг у Бельгии. Были у Бельгии. Да. Так, гэта якога это числа? Навіна стоит за 16 траўня. І пішаце: у цэнтры абмеркавання схемы абыхода санкцый, дзейнасць беларускіх военно-прамысловых прадпрыемстваў і магчымыя механізмы ўзмацнення санкцыйнага ціску. Можна больш падрабязна пра тое, ці чуюць і якім, і ці спрацоўвае. Мы не адзін раз казалі пра ціск, пра схемы абыхода санкцый, як і гэтыя схемы трэба рушыць. Атрымліваецца? Смотрите, да, это получается, однако это получается медленно. Да, всем понятно, почему это было. Например, тот же самый 20-й пакет очень плотно завис из-за Венгрии. Это ни для кого не секрет. Венгрия блокировала все, что возможно, все, что можно и нельзя. Сейчас ситуация, конечно, стала намного лучше. Ту информацию, которую мы доводили, и те разговоры, которые были уже после, они касаются того, что вот, если не ошибаюсь, год назад, как раз-таки в мае, был пакет, там был санкционный пакет Европейского Союза, и там была часть именно про МЗКТ. Сразу же шла же информация, что есть еще Волод-Санзянь. То есть МЗКТ – это шасси, Волод – это коробка передач. То есть нужно, чтобы это шло в паре. Да, в один пакет это не попало, и планировалось это чуть позже, но видите, как чуть позже, что это так сильно затянулось. На самом деле это все должно идти пачками, вместе, постоянно. И, увы, сейчас ситуация такова, что в основном белорусские предприятия попадают в европейские санкционные пакеты в привязке именно к России. То есть это вот когда по России принимают пакет, то там есть определенные слоты именно белорусские. Здесь нужны непосредственно европейские пакеты исключительно по Беларуси. И, в общем-то, есть понимание, почему их не было. Последние 1,5 года. И есть надежда на то, что они будут, потому что Европа понимает ту угрозу, которая исходит от Беларуси, от режима Лукашенко, и понимают, что санкционные действия, санкционные пакеты, санкционное давление – это одно из немногих, чем можно пытаться максимально остановить, уменьшить, остановить производство или возведение той или иной инфраструктуры и уменьшить угрозу. И еще чем можно помогать? Можно работать дипломатически. Мы тоже об этом говорили. Мы говорили о том, что я тоже понимаю в Брюсселе, что Украине необходимо помогать максимально. И то, что мы доводили и в Киеве, то, что мы доводили в Брюсселе, это Беларусь должна быть в мирном договоре по Украине. Там должно быть прописаны, то есть гарантии независимости Беларуси. Там не должно быть, там должны быть наказания для Лукашенко, но никаких гарантий там для него не должно быть. То есть мы должны именно, когда будет заканчиваться война в Украине,
мирном договоре должно быть прописано, что Беларусь — это суверенное государство, вот в таких границах, и никто, там, ни Россия, никто другой не может посягать. И здесь неважно, там, существует Лукашенко или нет, вот Беларусь. И это все. То есть хотите безопасности для Европы, для Украины, не хотите мигрантов, пожалуйста, решайте вопрос Лукашенко. Его можно решить таким способом. То есть не облегчать жизнь Лукашенко, а именно сохранить суверенитет и независимость страны через ее включение и четкое это прописание как некой нейтральной страны в мирном договоре по Украине. Ну, конечно, пожадана, але на фоне вот гэтага такой легітымізацыі Лукашэнкі, якую праводзіць Трамп, і асабіста, і зараз праз свайго гэтага пастыра. З другого боку, мы назіраем за тым, што зараз вось пэўныя міжнародныя алімпійскія федэрацыі пачынаюць как бы перагортаваць старонку і дазваляць беларускім спартсменам выступаць там пад лукашэнкаўскім сцягам, гімнам і гэтак далей. Не ўсе, але процесс пачаўся и будет пошираться. Слушайте, безусловно, это происходит. Устают люди, лоббисты работают, другие инфоповоды, которые затмевают ситуацию в Украине. Да, это можно сказать, это практически... Я до того, что ці не прыйдзе гэта ўсё до такой ситуации праз пэўны час, калі скажуць: Владимир, ну мы выдатна разумеем и ваши переживания, и ваши пожаданні, але час змяніў, дзеля там мира в регионе, то нам, ну, что зробишь? Они понимают, что если не... Они понимают, что мира в регионе не будет. То есть ты не можешь перевернуть эту страницу, чтобы потом... Да, они могут сказать, что, господа, нам уже не надо ваша информация, мы, в общем-то, это видим каждый день, когда летят тут ракеты, бомбы и все прочее. Вот, и горят города. Вот тогда нам уже ваша информация, спасибо, не надо, мы уже понимаем ситуацию. Они понимают ту угрозу. Они, вы знаете, особенно страны Прибалтика, вот, они вообще отлично понимают эту угрозу. Они прекрасно осознают, что и такое же количество различного рода агентов влияния находятся на их территории. И то, что какая угроза вообще исходит от этого постсовка, там это все отлично осознают. И вот особенно мы общались в последнее время, был один из последних визитов в Вильнюсе, мы общались там на различных уровнях с различными государственными органами, мы видим, как, и мы знаем, как давят на Литву те же самые американцы самым демократическим, да, методом и способом. То есть угрозы, шантаж, все прочее. Это ненормально. Это абсолютно ненормально. Причем мы понимаем, что эта ситуация с легитимизацией режима, она при этом в Европе, я бы сказал, резкое отторжение. То есть нет такого, что, ну раз американцы, ну значит и мы будем. Нет, там есть только несколько, без конкретики, таких шатающихся государств, но ничего страшного, мы попытаемся как-то совместными усилиями немножко сделать их более устойчивыми. І з другого боку, вы кажаце про тое, што ўсё ж таки даводзім заходнім партнёрам, што трэба, ну, неяк прымаць нейкія дзеянні, каб ось гэтую не пажаданую развіццё сітуацыі, да, там катастрофы гэтай не здарылася. З другого боку, я размаўляю з літоўскімі сябрамі, там і палітолагамі, экспертамі, і польскімі, тым же самымі, якія кажуць: мы боимся, что калі раптам адтуль пойдзе, і то гэта можа скончыцца катастрофай. І таму мы разумеем, што можа быць важна там як-небудзь паспрабаваць дыпламатычным шляхам, палітычным шляхам, але можа прасцей как бы заборамі, міннымі радамі, як Украіна, там і ўсім астатнім адгарадзіцца і сказаць: мы готовы там как бы бить куды трэба, а дыпламаты ўжо пасля таго, як добра надаем. Может быть и такое, да. Ну, если... А каков вариант? Какой вариант, если ты видишь, что происходит в стране-соседке? Она при этом уже, сколько там, 4 года отправляет мигрантов на твою границу, пытаясь максимально дестабилизировать обстановку в этих странах.
прилегающим к Беларуси. С ее территории летят то баллоны, то дроны, различного рода диверсанты, провокации, берут в заложники твоих граждан, берут в заложники машины. При этом всем эта же страна снабжает боеприпасами, оружием, информацией, там, помогала всем, чем можно во вторжении в Украину, где Украина, ну, тут опять-таки сломается Украина, что Европейский Союз, все, Путин остановится? Нет. Поэтому, безусловно, есть разные варианты. И в этом случае мы должны максимально, да, сейчас какие-то вещи, может быть, не очень популярны, да, они, может быть, дискомфортны, но надо смотреть в будущее. Это должна быть стратегия, а не какие-то отдельные какие-то тактические действия. Потому что если, не дай бог, что-то начнется с территории Беларуси, никому больше Беларусь и белорусы вообще не будут интересны. И все белорусы, которые будут находиться там тут, там, либо в другой стране Европейского Союза, автоматически получат тот же самый статус, я бы сказал, что и русские. Потому что с нашей территории начнется война. И политические заключенные больше никому не будут интересны, потому что Беларусь будет страна-агрессор. И да, сейчас надо идти порой на, может, не очень популярные, жесткие меры. Может быть, нужно, ну, может быть, выжигать в каких-то местах землю. Да, а что делать? Потому что, ну, ситуация, такой ситуации еще не было, какая есть сейчас. И мы же видим, что и та же самая военная инфраструктура, точнее, инфраструктура, которая возводится на территории Беларуси, военная инфраструктура, те же самые заводы. Многое из этого выйдет, либо будет, там, выйдет на производственные мощности, либо будет, в принципе, построено 27-й, там, до середины 27-го года. А что будет дальше? И тут же все разведки мира говорят, ну, не все разведки, естественно, я так уже сказал, разведки Европейского Союза, там, политики Европейского Союза, говорят, что, ну, вот, да, там, 1,5 года, год-полтора, и может быть что-то. Ну, всем понятно, что. Ну, так а откуда оно может начаться? Посмотрите на границу, посмотрите на карту. И что потом будем делать? Потом тоже будем пытаться договориться с Лукашенко. Вот ведаеце, Владимир, калі чытаць нашага аднаго з каментатараў, то атрымліваецца, што ўся гэтая сітуацыя у прынцыпе ад пачатку ўзнікла у тым ліку, дзякуючы там і вам, там і нам, і ўсім астатнім, хто выступае супраць лукашэнкаўскага рэжыму і Лукашэнкі асабіста. Путін пачаў агрэсію супраць цывілізацыі, толькі атрымаўшы пад поўны кантроль Беларусь. А ён гэтага дамогся, скарыстаўшыся тым, што мы аслабілі Луку ў 2020 годзе. Таму зараз вось гэтага гаранта незалежнасці і канстытуцыі трэба ўзмацняць. Ну, я лагічны ланцужок працягваю. Трэба ўзмацняць, а не працаваць на вот гэтай... То, что вы говорите, да, это абсолютно совпадает с риторикой тех всех лоббистов, которые ездят и цинично рассказывают интересные, ну, в кавычках, вещи. А представьте себе, что не было бы 2020 года. Вот представьте себе на минуту, что нет 2020 года, а 22-й был бы в любом случае. Что было бы тогда? А тогда белорусы бы автоматически получили бы все то, что получили русские. Вот автоматически. Так не было бы 2020 года, калі по логице тут, так не было бы 22-го. Был бы, потому что... Ну, с территории Беларуси, как минимум. Был бы, потому что все это является звеньями одной цепи. Не может Путин, точнее, да, не может Лукашенко не сделать то, что хочет Путин в контексте того, что если бы не Путин и не его деньги, то и Лукашенко бы не было. 22-й был бы по-любому. Тут вообще без вариантов. Может быть, он даже был бы намного более сложный и более драматический, чем он был. И вот тогда не было бы условно тех адвокатов белорусов здесь за рубежом, и Беларусь, белорусы получили бы, ну, по полной программе, может быть, даже были бы ответы со стороны Украины по территории Беларуси. Вот что было бы тогда? Потому что, опять-таки, это говорили разведки и Институт изучения войны, и украинская разведка. Путин к этому готовился не 2-3 года. К этому готовились уже давно.
И 22-й был бы в любом случае. И с нашей территории может быть даже больше. Потому что вот это эхо 20-го, оно сдерживало Лукашенко, потому что даже в 22-м году после тотальных репрессий закатывали всех в асфальт, а все равно люди вышли. Все равно люди вышли и протестовали. А за рубежом демократические силы адвокатировали белорусов. Максимально пытаясь объяснить, что все-таки подождите, вот есть в настоящий момент, на 22 год, вот Лукашенко, это он виновен. Это он виновен. Да, все, что потом происходит, это, конечно, там позиции эти сближаются, границы размываются. Понятно. Но в целом все равно сейчас отношение к белорусам не такое, как отношение к русским. А вот не было бы 2020 года, то ситуация могла быть в корне иная. Як вы лічыце, наколькі ўсё ж таки вось гэты пашырэнне ўдзелу, прычым там хаця бы нават на ўзроўні там пераводу эканомікі прадпрыемстваў на ваенныя рэйкі там і цалкам каб працаваць на расійскае ВПК магчыма, тому что я читаю ваш апошні сённяшні допіс і вы пішаце про тое, что на Бобруйск Агромаш конкретно недахоп працоўных за апошнія месяцы выросла запатрабаванасць у слесарах, а среди новых незакрытых вакансій появились сварщики и станочники широкого профиля. Працаваць нема кому. Так получается такая ситуация, что те компании, которые либо мало участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, либо не участвуют вовсе, но таких нет, они получают меньше денег. И потому что если смотришь на предприятия, которые ну вот полностью вообще на 100% изменили свою продукцию, чисто военную, то там зарплаты баснословные. То есть там действительно очень высокие зарплаты. Понятно, что... И опять-таки, вот представьте, что одномоментно все это остановилось. То есть все, нет войны, а зачем эти предприятия нужны? Зачем будут нужны предприятия, там, не знаю, завод корпусных изделий, который делает реактивные снаряды и артиллерийские выстрелы? Куда это потом продавать? Ну, будет изноў корпусные изделия мирного характера. Так он до этого был сделан, до того, как он появился, это были просто заброшенные склады. То есть там не было ничего, его просто возвели с нуля. Просто приехали и начали строить. И это касается огромного количества других предприятий. Куда это продавать? Или вы думаете, кому-то нужны, там, не знаю, там, холодильники Атлант в Европейском Союзе? Нет. Или Гомсельмаш трактора, которые, там, не знаю, хорошо если до поля могут доехать, и там рассыпаться. Причем Гомсельмаш, да, вот мы говорим там про шахеды и все прочее, Гомсельмаш производит компоненты для шахедов герани. Да, это может быть немного, но это то, за что они получают реальные деньги здесь и сейчас, а не так, как это происходит, что они построили комбайн, поставили его на склад, и потом уже думают, в какую страну мира его довести. Хотя мы даже показывали по ситуации с БелАЗом, цена транспортировки груза в страны, куда ранее продавал БелАЗ свои самосвалы, увеличилась в 3 раза. Что говорить про белорусские комбайны? Там просто они работают на честном слове. Помню, когда я еще работал на заводе, была история. Приехал трактор, стоит на выставке, пришел человек, немец, хочет посмотреть, взял ключ в дверь не подошел. Ну, то есть не подходит, не открывается. Вот такие тракторы. А вы думаете, лучше сейчас стало качество? Нет, оно осталось точно таким же, если не стало хуже. Владимир, на завершэнне хацеў бы таксама тэму, якую мы з вами не адзін раз абмяркоўвалі. Вы нават казалі про тое, што ёсць ідэя там нейкую, можа быць, сумесную такую ініцыятыва про праверку ўсіх, хто тут прыязджае, засылаюць і гэтак далей, каб ўсё ж таки прашэрсціць шэрагі агентуры і маргінеза, як кажа Зенон Станіславович. Апошнім часам мы назіраем, што актывізаваліся ізноўку розныя службы, пачынаючы ад соцсетак, дзе яны там звяртаюцца да людзей, спрабуюць некага там разгаварыць, агітаваць, завербаваць і гэтак далей. Да, як сцвярджаюць спецслужбы там той же самай Польшчы і іншых краінаў, засылаюць сумесна там і расійскае і беларускія ГБ сюды сваю агентуру. Наколькі гэта, на ваш погляд, сапраўды узмацнілася? Адкуль гэтыя рэсурсы? Колькі казалі пра тое, што там асабліва там магчымасці нема, узровень не той, а зараз вот такое назіраем. Что адбываецца? Попытка вербовать людей, это же не то, что там какая-то очень финансово затратная затея.
Нет, но при этом, да, я соглашусь, что за последние несколько месяцев участились случаи, когда белорусы, различные белорусы обращаются в Белпол с вопросами, которые имеют непосредственное отношение к тому, что их пытаются вербовать. Причем это так чопорно происходит там, и те истории, которые мы там уже послушали за последние месяцы, там несколько десятков таких историй, но действительно, что до этого так было поменьше. Сейчас прям началось это активно. Но это ничего не стоит. Сотрудники должны, исходя из логики их, они должны пытаться кого-то там завербовать, а потом это все, естественно, рапорты, вот отчет о проделанной, скажем, работе. Засылают. Да, засылают, но тут я больше поделиться подробностями не могу. Можно ли этому противостоять? Вот сейчас у нас была встреча как раз-таки в Брюсселе с Николаем Козловым, представителем ОПК. Это является одним из пунктов его деятельности, потому что уж если так формально там подходить, точнее, не формально, буквально подходить, то АГИМ, отдел по гражданству и миграции, он относится к органам внутренних дел. Поэтому мы ему объяснили те расклады, которые есть некоторые задумки. Мы пытались в свое время подойти с одной стороны. Это частично на определенном уровне в определенных странах это работает. Не могу сказать, что это работает прям вот на таком вот онлайн-режиме, таком постоянном, но в целом это работает более-менее нормально. Хотелось бы, чтобы это работало массово и везде. И вот здесь Николай Козлов, я думаю, с теми идеями, которые есть у него и его команды, плюс те инструменты, которыми обладает Белпол, мы сможем это совместить и получим, в общем, хотя бы такой там приемлемый результат для всех нас. До речі, от у зв'язку з гэтым зараз адбываюцца яшчэ да гэтага часу галасавання выбараў Координацыйную раду, і мы чуем про тое, колькі там, скажем, DOS-атак ідзе і ўсяго астатняга. Хтосьці кажа, вот бачыце, рэжым баіцца Координацыйнай рады, наших дэмакратычных працэсаў, ўсяго астатняга, якія рэсурсы на гэта ўсё кінулі. А ў той же час я чытаў такое, что нифига он не боится, это робіцца адмыслова, каб вот как бы таким чынам больш праверыць, як могуць рэагаваць, як дзейнічаюць дэмсілы і іх структуры, ну і увогуле вылічыць тых, хто, нягледзячы ні на ўсё адно там нейкім чынам будзе ўдзельнічаць у працэсах. Як вы ацэньваеце? Вы оставили Координационный совет, кажется, на закусочку. Первое. Это не для государства, которое обладает государственным бюджетом, плюс еще дополнительными деньгами, совершать такие DDoS-атаки, это просто это капля в море, это вообще ни о чем. И миллиарды, и сотни миллиардов таких одновременных запросов, в принципе, это для них недорого, это для них ничего не стоит. Боятся ли они? Им это все неприятно. Любая активность, любая самоорганизация белорусов им абсолютно не нужна, потому что они прекрасно помнят 2020 год, когда они не обращали внимания на каких там, как он говорил, блохеры там, какие-то там непонятно, не обращали на это внимания, к чему это все привело. И дополнительно ко всему, наверное, ошибкой вот этих выборов является то, что решили повторить то, что сработало в прошлый раз. Потому что у режима было 2 года найти адекватное противодействие вот этому варианту выборов. Наверное, нужно было искать что-то другое, потому что думали, что в целом это может сработать лучше, чем это сработал в прошлый раз, но абсолютно не учитывали, что режим тоже не сидит сложа руки, и он находит контраргументы. И в конечном итоге мы вот получаем такое достаточно рваное голосование, когда идут атаки, люди не могут зайти, параллельно распространяется везде информация ботами о том, что это все, там, я помню, в чатах видел, что все это, вся информация сливается Мельникова в Минске, то есть там везде примерно такой был текст, параллельно с этим различные фрики разгоняют информацию о том, что все это не нужно, все это Координационный совет, гранты, все покрали, там, бла-бла-бла и прочее, и вот мы в конечном итоге имеем то, что мы на сегодняшний день имеем. Гранты не покрали? Где? В Координационном совете? Ну, и там тоже. Да, господи, так покажите. Вот если кто-то знает информацию, как это все происходит, вы возьмите и сразу же в прокуратуру. Всю информацию. Все четко, понятно, конкретно. И давайте. Нет, это не так работает. У меня есть подозрение, а Жигор расследуй. Зачем?
Почему? Чтоб мои подозрения подтвердить. Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает. От легко соскочил, да? Дякую вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову, але тым не менш Владимир Жыгар анансаваў хуткі выхад новага расследавання на канале Белпол, на які раю ўсім падпісацца. Ну і безумоўна з больш падрабязным аповедам пра тыя факты, якія будуць пададзеныя ў гэтым расследаванні, мы з ім абмяркуем тут у студыі Еўрарадыё. На гэтым развітваюся, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.